Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 3 сентября 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Карта Иерофант. Что будет помогать колесо судьбы, что будет мешать тройка пентаклей. Давайте посмотрим из цыганской колоды остальные темы дня. Отношения, работа, финансы, здоровье. Итак, у нас карта Иерофант выпадает. Ну, по сути, это карта учителя или человека, который имеет право на то, чтобы влиять на нас. Да, на то, чтобы сказать свое слово, и мы к нему прислушались. На то, чтобы какие-то дать нам инструкции, да, указания, и мы вот можем строить свой день, как раз опираясь вот на то, что нужно этому человеку. Да. Вообще у нас Иерофант – это карта, которая говорит о том, что все сегодня происходит по правилам и традиционно. И если мы как-то отклоняемся от этого в сторону, то будут сложности у нас. Да? То есть вот чем традиционнее, чем привычней, вот как у нас заведено, тем лучше для нас пройдет день. Также мы можем выступать вот в роли Иерофанта, да, мы можем давать советы, мы можем действовать авторитетом, но карта вот эта чем хороша? Здесь все получается как бы добровольно, да, то есть если даже и есть какие-то рамки, инструкции, правила, в любом случае это идет как-то, ну, исполнение идет легко, да, без принуждения. То есть здесь захотел – сделал, не захотел – не сделал. И дело в том, что мы вот под действием вот этой карты мы всегда стараемся, ну, как бы поступать так, как нам нравится. То есть, по сути, это карта ценностей. Вот для кого какие ценности важны сегодня, вернее, важны вообще, вот то сегодня и будет проявляться. Если для вас вот в данный момент, может быть, цена семья, будут решаться вопросы с семьей. Если для вас ценные дети, значит, с детьми будут какие-то вопросы сегодня. Если, допустим, в данный момент стоит ситуация острая с деньгами, с материальными ценностями, покупками, вот значит, сегодня это, в общем, все, что для нас ценно, вот то как раз и проигрывается, для каждого свое. Что будет помогать? Еще одна карта старшего аркана, колесо фортуны. Будет помогать, если мы будем полагаться на судьбу, если мы будем пользоваться теми случаями, которые вот жизнь нам дает. Дает человека, да, какого-то посылает, обязательно нам стоит воспользоваться случаем, чтобы познакомиться, да, или, может быть, как-то он может нам помочь, мы ему можем помочь. В общем, карта, которая говорит о том, что если чему-то пришло время, нужно это брать, нужно этим пользоваться, да. Но в то же время эта карта говорит о том, что мы какой-то силой воли своей, да, не можем вызвать определенные события. То есть все равно для чего-то должно прийти время, что-то должно созреть. Да. Это вот карта цикла, когда у нас приходит время, допустим, там, жениться, да, все равно у нас как-то события складываются определенным образом. Или приходит время ребенку появиться, вы готовы к этому. Опять же, ситуации так складываются и так далее. То есть все равно нужно прислушиваться к тому, что говорит жизнь. Да? Она обычно говорит с нами через события, через людей, какую-то информацию, которую мы эмоционально воспринимаем. И что будет мешать? Будет мешать тройка пентаклей. Это как раз вот то, что у нас в опыте в нашем уже имеется, да, то, что у нас уже есть. Когда мы цепляемся за то, что мы умеем, не учимся новому, когда мы как бы обо всем судим из того результата, который у нас уже, из того опыта, который у нас уже был. И тогда мы можем просто нового не видеть, мы можем не слушать людей, которые могут нам помочь, мы можем не видеть там способов заработать, мы можем все это отрицать просто потому, что у нас такого опыта не было, да, или таких людей в нашем окружении не было, или еще что-то такое.
А давайте посмотрим, что в отношениях будет в этот день. Те, кто в поиске партнера, девятка трефовая. Карта говорит о том, что знакомство может быть во время работы, на работе отношения могут завязаться, во время обучения профессиональной деятельности, либо, может быть, во время, когда мы занимаемся каким-то творчеством, да, что вот любим. Не обязательно это может быть знакомство прям физическое, да, может быть вполне и через интернет знакомство. В общем, карта, которая говорит о том, что вот профессия наша имеет отношение к знакомству, ну, либо интересы наши общие. А для тех, у кого уже пара есть, король бубновый. Но эта карта денежная считается традиционно. Скорее всего, вы решаете какие-то вопросы, связанные с финансами. Это может быть семейный бизнес, это могут быть траты на семью, родителей, детей, на недвижимость, на какие-то поездки далекие, может быть, обучение. В общем, что-то такое, знаете, когда требуется либо большая сумма денег, либо жизнь меняется каким-то образом, и на это тоже требуются деньги, и вы будете решать эти вопросы. Они могут касаться и вас лично, и детей, и семьи, и того места, где вы живете. И часто это карта коммерции, бизнеса, да, то есть, может быть, и эти вопросы тоже вам становятся сегодня важны. Давайте дополнительную карту достанем. Так, карта ребенка, да, ну вот, может быть, и напрямую она проигрываться, да, что, может быть, вам нужно будет заниматься вопросами детей, обучением, там, одеждой, место, где он будет жить. Если, допустим, это студент, то, может быть, квартиру нужно оплачивать, обучение оплачивать и так далее, и так далее. Если же детей нет, то тогда эта карта может говорить о том просто, что ваш партнер требует заботы, да, и вы будете вот на него тратить. В общем, на того партнера, который требует заботы, и будут уходить средства и там деньги, ваше внимание. Вы можете ехать к нему, допустим, если ему нужна какая-то помощь, либо, допустим, вы можете просто вместе путешествовать, и, допустим, один может уехать раньше, потом второй к нему присоединяется. Ну, в общем, вот такого рода переменчивые ситуации, которые вот требуют нашего внимания, заботы и влияют как-то, ну, серьезно, глобально на то, что происходит в нашей жизни. А для тех, кто в ссоре, здесь у нас карта Джокер выпадает. Но здесь, вот знаете, эта карта всегда непредсказуемая. Вот будет так, как вы не думали. Вот что бы я сейчас не сказала, что бы вы не думали, да, хорошее или плохое, вот так не будет точно, будет по-другому. Вот если у вас есть какое-то мнение по поводу вот вашего примирения, да, то вот будет либо наоборот, либо вообще вот не так, как вы думали. Вот, если не хотите каких-то сложностей, да, если не хотите каких-то больших проблем, то можно прям сознательно такой шаг сделать. Допустим, подумайте о том, как бы вы не хотели, чтобы получилось, да, это значит точно не произойдет, будет как-то по-другому. А теперь работа. Для тех, кто в поиске работы, выпадает туз червовый. Карта говорит о том, что либо вы пока что дома остаетесь, либо это работа на дому. В общем, карты, знаете, когда мы больше как-то семьей заняты или решением каких-то семейных дел, вот, либо не время просто для работы. Но если вот это вам не подходит, вариант, то и тогда это может быть работа на дому, либо работа вот рядом с домом. Ну, либо какая-то, знаете, творческая работа, хобби, как работа вдруг, да, становится. А для тех, у кого есть работа, десятка пиковая, ну, у вас, конечно, перемены, да, перемены на работе. Может быть, кстати, перемена начальства, может быть, перемена, меняется график работы, меняется режим работы, сам процесс как-то может меняться. Коллектив новый. В общем, может быть, вы переезжаете по колесу фортуны, да, в другой офис, может, в другой город. Это и новая работа может быть у вас, и новая должность. Или просто проект новый, который вы берете, да, вот, может быть, никогда этого еще не делали. С новыми людьми абсолютно, новые цели.
Теперь те, кто своим делом зарабатывает, шестерка пиковая. Вчера у нас тоже эта карта выпадала. Вот либо вы продолжаете вчерашние дела сегодня, да, либо это будет вопрос, связанный с вашей личной репутацией. Но вчера я говорила, что мы решаем тут вопросы, связанные с банками, налоговыми, может быть, какие-то договоры, разрешения берем, можем оплачивать как-то через квитанции что-то, да, отчетность какую-то можем сдавать. Но также вот эта карта и нашей репутации, да, может быть, вот сегодня будет очень важен вопрос репутации. Давайте достанем дополнительную карту. Девятка червовая. Какие-то новые события возникают, которые нужно будет как-то урегулировать, да. Новые люди могут приходить, перемены могут быть в плане законодательства, и нужно будет как-то здесь решать вопросы. Потому что здесь вот у нас все карты, они такие вот, связанные с властью, авторитетом, какими-то законами, порядками. Вот здесь вот все меняется, и вам приходится приспосабливаться здесь. А финансы для тех, кто на зарплате. Восьмерка трифовая. Карта говорит о том, что могут быть... Либо меньше будет зарплата, чем вы... допустим, ожидали, да, может быть, частями будет выплачиваться, либо скажут, вот сейчас не можем, подождать нужно. В общем, в принципе, здесь, может быть, зарплата не соответствует вашим запросам или вашему опыту. Какие-то тут могут быть сложности. Но также вот может быть и разговор с руководством даст какой-то результат. Если вам нужно именно по поводу денег разговаривать с руководством, да, есть какой-то у вас вопрос, вот вы можете тут решить, но будьте осторожны, можете и отказ получить. Все-таки вот смотрите, карты тут такие серьезные. Если вы прям вот четко уверены в том, что все получится, тогда вот стоит обращаться. Для тех, кто своим делом зарабатывает, дама пиковая. Но здесь явное улучшение благополучия в финансах. Это может быть, если, допустим, особенно были сложности с финансами, это как раз вот день, когда у вас все меняется. Причем вы можете и сегодня зарабатывать достаточно хорошо, а может быть, это какой-то поворотный момент в финансах, когда вот в дальнейшем это тоже будет улучшаться, да. Также можете тратить деньги на красоту, на какую-то, да, на приобретение вещей, статусных, может быть. В общем, не обязательно это что-то полезное, да, это может быть просто красивое. Но это не машина и не недвижимость, нет, это все, что меньше того, ну, по сумме, допустим, по значимости. Можно просто заниматься там внешностью своей, прической, одеждой и так далее. Для здоровья выпадает восьмерка пиковая. Карта говорит о том, что есть общая утомляемость от того, что вы постоянно решаете вопросы большого количества людей. И, может быть, неплохо было бы подумать о том, чтобы как-то уединиться и отдохнуть, прям побыть в одиночестве. У вас прям перерасход идет эмоциональной энергии. То есть вы как бы слишком много отдаете, а получать назад тоже нужно, да, то есть нужно немножечко собрать энергию, чтобы здоровье не пошатнулось. Отдохнуть нужно. Для окончания дня, для итога дня выпала карта туз бубновый. Это замечательная карта успеха абсолютно в любых начинаниях, в любых делах. И вот какие бы сложности у вас сегодня не возникали, в конце дня вы поймете, что все успешно преодолено, решено, и вы будете даже чувствовать гордость за то, что вот вы как-то каким-то особым образом действовали, да, что там или заработали, или, может быть, решили какой-то вопрос с работой, с отношениями, может быть, заключили какой-то там союз, выгодные контракты. В общем, все, что будет в течение дня, оно вас порадует. Это вообще карта счастья, да, то есть вот действительно вот от того, что мы сделали, мы будем чувствовать себя счастливыми. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.